Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас вам хочу показать такой маленький лайфхак. Я ранее на предыдущем ролике смоделировала вот такую вот кругленькую кокеточку. И сейчас вам покажу, как его можно смоделировать уже под другой вид кокетки. Смотрите, отрезок нам не нужен. Это убираем. Берем мы вот эту вот глубину нашей горловинки. Давайте моделировать. Смотрите. Мы разворачиваем. Так вот. Ставим. Здесь ровно делим так вот. Примерно по 2 сантиметра. Оставляем здесь вот так вот на 2 сантиметра. Вычерчиваем нашу линию плеча. Вычерчиваем линию проймы. Вот так вот. Ставим вот такие вот точечки на округление. И смотрите. Вот это, которую мы поставили верхнюю точечку, так вот можем округлиться. Так вот округляемся. То, что мы здесь поставили точки, тоже вот так вот. Вырезаем линию плеча, пройму. Наше округление. И смотрите. Точку нужно немножечко вот так вот. Проводим вот такой вот линию закругления. Вырезаем. Получаем вот такую вот деталь. Смотрите, мы получаем две вот такие детали. Это с линией изгиба. Здесь нету линии изгиба. Это отдельная кокетка. Здесь еще нужен дубликат, да. Смотрите, я вырезала это. Где у меня эта часть? Но я вырезала нашу кокеточку. Это нам теперь не нужна. Подставляю нашу вот эту вот деталь. И мы в итоге получаем трехкокеточную кокетку уже в новом виде. Для того, чтобы можно было уже изменить сам фасон. Как вы уже видите, делала раз-два, и уже фасон кокетки совсем изменился. Ну и все. Смотрите, я это вырезала. Вот это должна быть одна ткань в раскрытом виде. Эта линия должна быть изгиба. Так вот. Просто я вырезала по отдельности. Это наша вторая кокеточка. Смотрите. Накладываем. Вот так вот. И вот так вот. Как вы видите, фасон кокетки совсем изменился. И вот так вот можно уже моделировать самим любой фасон кокетки для таджикских платьев. Вот так вот.